Да, привет всем, доброе утро. Спасибо большое за интро. Меня Саша зовут, я совладелец диджитал-агентства Q-Marketing. Мы помогаем технологическим компаниям, стартапам с достаточно широкой географией от России, Казахстана до Силиконовой долины, UK, Западной Европы. И в таких экзотических локациях даже работали, как Южная Корея и Нигерия. Помогаем компаниям делать прозрачный, измеримый и масштабируемый маркетинг. И, собственно, хочется с вами поделиться опытом того, как вообще масштабировать стартап, потому что мы за 3,5 года работы поработали больше, чем со 100 технологическими стартапами. И достаточно большое количество было как успешных, каких-то прикольных кейсов, так и фейлов. Поэтому я вот хочу сегодня с вами такой выжимкой поделиться из всего того, что мы делали. Ну, собственно, хочется начать с того, что диджитал-маркетолог в стартапе – это на самом деле такой чувак-многостаночник. То есть это человек, который часто сам пишет тексты для баннеров, сам монтирует какие-то видосы, придумывает call to action, сам настраивает сбор данных, аналитику. Часто это вообще какая-то Excel, в лучшем случае это какой-то дашборд. Иногда этот человек еще модель атрибуции разрабатывает. Он зачастую в стартапе на начальном этапе выполняет функцию, ну я бы не сказал разработчика, но он часто влезает в код. То есть там нужно какой-то тег установить для сбора данных и так далее. Для всего этого приходится, конечно же, взаимодействовать с кодом. То есть функций реально очень-очень много. Часто еще приходится с отделом продаж взаимодействовать, с SMM, с бренд-менеджерами, если это более такая поздняя стадия развития и так далее. И при этом, при всем, часто возникает ситуация, когда немножко так замыливается глаз, и люди начинают просто очень сильно упарываться в верхнюю часть воронки, то есть в трафик, привлечение, и забывают о том, что у них еще есть сайт, мобильное приложение, и что там часто что-то может быть не так. То есть бесконечно меняют подрядчиков, бесконечно меняют агентства, делают вывод о том, что какие-то каналы привлечения пользователей не работают, и при этом часто фокус у них с сайта уходит. Хотя на самом деле есть очень простой такой фреймворк, он перед вами сейчас на экране, о том, как можно круто разложить воронку на шаги и с помощью АБ-тестов, каких-то экспериментов сделать так, чтобы люди обратно в ваш сайт, в вашу воронку возвращались. То есть, как это происходит? Если есть нормально настроенная аналитика, очень легко можно оттрекать процент отвала с каждого из шагов, с помощью экспериментов, с помощью АБ-тестов найти какое-то работающее решение, какой-то работающий сценарий, который лучше воспринимается пользователями, соответственно, увеличивает конверсию, и с помощью триггеров коммуникации, это на самом деле не только e-mail, про которые все, конечно же, знают, это еще смс-ки, это браузерные мобильные пуши, это ретаргетинг в социальных сетях, людей можно обратно в вашу воронку вернуть и допушить. Вот такой замечательный фреймворк. И следующая история, которой тоже хочется поделиться. На самом деле у многих маркетологов, особенно в больших компаниях, есть такое как будто бы восприятие, что маркетинг это очень такая сложная, неповоротливая штука, хотя на самом деле это не так. То есть маркетинг это не rocket science, это по сути простая последовательность действий, которую очень легко можно разложить. То есть у нас есть наш замечательный клиент, да, это вот человечек такой с бомбочкой в левой части слайда, и у нас есть наш замечательный единорожек-продукт. И между человеком и продуктом есть определенное количество шагов, да, взаимодействия, с которыми мы, собственно, можем работать. Понятно, что есть продукт, понятно, что есть какие-то клиентские исследования, есть CastDev, из которого мы понимаем, как вообще, какие ценности продуктовые мы должны юзеру транслировать. Также мы понимаем, на какой платформе, на какой площадке мы, собственно, можем аудиторию достать. У нас есть какой-то определенный креатив, про креатив мы еще сегодня подробно поговорим, которого мы можем, собственно, через креатив мы человека ведем в продукт. И у нас есть сайт, мобильное приложение, с которым человек, естественно, тоже взаимодействует, где есть куча зачастую всяких проблем, отвалов и так далее. И часто маркетологи забывают, что есть еще две такие штуки важные, как колл-центр и последняя миля. То есть можно все прекрасно настроить в маркетинге, но если у вас лиды не стримятся автоматически, допустим, в CRM, и у вас есть проблема со скоростью обработки лидов, со скоростью прозвона, то, по сути, любой крутой маркетинг, он просто убьется вот о колл-центр. И есть последняя миля, у нас было несколько таких кейсов, когда там супертехнологическая компания, да, там супер data-driven маркетинг, и в конце, короче, приезжает пьяный курьер, вот, от которого там пахнет, и вся эта история, она просто разбивается вот о последнюю милю. И на самом деле это все сводится к 4 таким простым вещам, это процессы, структура, культура и люди. Ну, про людей, я думаю, и так всем понятно, да, люди это самое важное, что у нас есть. Процессы, структура и культура, то есть если, допустим, в команде, в структуре команды устроено так, что маркетолог не может напрямую управлять сайтом, не может какие-то изменения на сайте вносить, ему все приходится проводить через сложную разработку, то, конечно, у маркетолога будет bad-hurt, и любой эксперимент, он как бы затянется по времени, там, на какое-то безумное количество времени, все это будет очень долго и дорого. Вот. И, конечно же, культура экспериментов, то есть в стартапе обязательно должна быть культура экспериментов, и все должны понимать, зачем вся эта история нужна. Сквозная аналитика, я не буду, на самом деле, здесь очень долго в технические детали погружаться и рассказывать, что
что это такое, я думаю, что все и так прекрасно знают, зачем это нужно. Хочется только сказать, что вот по нашему опыту, чем раньше вы начинаете в своем маркетинге, в своем продукте строить сквозную аналитику, строить модель атрибуции, которая вам будет помогать в принятии решений, тем лучше, потому что реально было очень много кейсов, когда там по полгода маркетолог пытается построить сквозную аналитику, потому что стартап уже на достаточно поздней стадии развития находится, у него сложная инфраструктура внутренняя, все сложно с точки зрения процессов, и это тогда может стоить реально там каких-то совершенно безумных денег, и вот реально там полгода, год бывают проекты, когда мы пытаемся внедрить сквозную аналитику, но из-за того, что все перекидываются задачками, там разработчик на маркетолога, маркетолог на разработчика, это все превращается в какой-то такой фарс. Переходим к перформанс-маркетингу. На самом деле, вот то, о чем больше всего хотелось рассказать, это то, что реально позволяет быстро, понятно, эффективно скейлить стартап. Да, сейчас есть 3 основных тренда в перформанс-маркетинге. Это автоматизация, то есть все крупные площадки, все крупные инструменты потихонечку приходят к тому, чтобы стать практически полностью автоматизированными. Я думаю, что там 1,5-2 года, и можно будет уже ручки от клавиатуры маркетолога убирать, вот, и заниматься там действительно какими-то больше коммуникационными маркетинговыми вещами. То есть в Фейсбуке рекламные кампании уже сами управляют бюджетом за маркетолога и перекидывают бюджеты, соответственно, между группами объявлений. АБ-тесты Facebook может проводить самостоятельно. В Гугле есть универсальная мобильная кампания на установке, которая вообще там практически автономно может работать и действовать. В Фейсбуке сейчас есть оптимизация под совершение целевого действия, под конверсию, которая реально лучше, чем маркетолог понимает, какой креатив, какая группа объявлений лучше перформит и перераспределяет туда бюджеты. Вот. И нужно понимать, что я вот сказал о том, что автоматизация – это наше все. На самом деле очень тесная становится взаимосвязь перформанс-маркетинга с другими каналами, с CRM-маркетингом, с e-mail. Сейчас огромное распространение и популярность набирают чат-боты, и все это переплетается в такой действительно сложный, крутой, объемный маркетинг-микс. Facebook, да, то есть я стал про него уже рассказывать. На самом деле самый распространенный инструмент, если говорить про Штаты, если говорить про рынок Западной Европы, другие страны, то совершенно вообще фантастические возможности у этого канала. То есть, собственно, крутая внутренняя модель атрибуции, которая позволяет атрибуцировать все касания юзера, распределять веса и распределять бюджеты туда, где это работает лучше. Куча рекламных форматов, я тоже покажу несколько примеров. И, конечно, оптимизация на данных. И Facebook может работать вообще на всех этапах воронки. То есть с самого верха, начиная с awareness, если мы говорим про какие-то видеокампании, про охватные кампании, если мы говорим про consideration, то есть закупать трафик через Facebook, становится все более и более легко. Установки мобильного приложения, причем качественные инсталлы, которые потом конвертируются в какое-то целевое действие, лид-генерации, кампания на конверсии. И чтобы просто у вас не было искажения, Facebook на самом деле, это, конечно же, не только Facebook, это еще Instagram, это и WhatsApp, который тоже входит в вот эту большую экосистему. WhatsApp, я думаю, все знают, да, это сейчас самый популярный мессенджер вообще в России, и данных там действительно очень много, и Facebook, как такой огромный спрут, он умеет пылесосить данные из всех этих систем, анализировать и использовать их для оптимизации рекламных кампаний. Плюс данные пиксели, то есть когда маркетолог ставит на сайт пиксель, да, для сбора данных, все эти данные потом на самом деле обратно попадают в Facebook, и данные со всех пикселей, они тоже в Facebook попадают, поэтому он очень круто понимает, какие пользователи вообще лучше конвертируются в конечном итоге в покупателей. Вот это такой стартовый экран, да, с которым очень часто сталкивается маркетолог, когда он сам начинает запускать рекламные кампании в Фейсбуке. И такой очень важный лайфхак, и сейчас, наверное, попрошу меня внимательнее послушать, про который реально очень мало кто знает, потому что у Фейсбука нет до сих пор нормального там представительства в России, к нам данные вообще попадают из дублинского офиса, вот, и как бы нормального процесса по шерингу знаний до сих пор в Фейсбуке нету. То есть есть разные системы модели закупок, да, то есть можно закупаться с оптимизацией под показы, с оптимизацией под клики, с оптимизацией под конверсии, и в Фейсбуке на самом деле это все абсолютно разные аудитории, то есть пересечение тех, кто как бы и кликает, и смотрит, и покупает, это на самом деле супер маленький сегмент. И есть совершенно разные такие поведенческие профили внутри сетей, да, вот всех, про которые я говорил. То есть есть условно люди, такие кликеры, которые больше кликают, есть лайкеры, которые больше лайкают, есть, мы их называем видеофилы, это все, конечно же, неофициальное название, те, кто просто любит видосики посмотреть и на них позалипать. И покупатели, это, короче, вообще отдельная когорта. То есть когда вы запускаете кампанию на трафик, вы на самом деле просто покупаете тех, кто больше кликают. И далеко не факт, что эти люди потом сконвертируются в покупателей. И вот это очень важный момент, на самом деле, на
вот этих вот знаниях и на запуске компаний под конверсию можно сэкономить там десятки тысяч долларов. Мы в свое время очень много тоже с этим фейлились, просто потому что как бы четких, понятных, официальных мануалов очень долгое время не было, не существовало. Вот. Ну и плюс еще есть машинное обучение, то есть помимо того, что платформа изначально понимает, кто есть кто, то есть он понимает, кто из вас там больше покупает, а кто из вас больше любит видосики посмотреть, есть еще обучение на данных, то есть когда вы накапливаете конверсии, платформа понимает, окей, такой-то портрет чувака, который больше конвертит, буду показывать рекламу ему. Вот, чуть-чуть там про типы таргетингов. Есть такой формат замечательный, как Lookalike, который на самом деле работает очень-очень круто, когда платформа на основании вашей базы, текущей клиентской, находит похожих на вашу базу, на ваших уже текущих клиентов людей. Есть несколько прикольных лайфхаков. Во-первых, номера телефонов работают гораздо лучше, ну просто потому что у людей действительно часто привязан их существующий действительный номер телефона к странице, для того, чтобы, если что, ее можно было восстановить. И, соответственно, хороший хак, который мы сами используем в своем маркетинге для продвижения B2B продуктов, вы просто идете на HeadHunter, парсите, есть большое количество парсеров, парсер несложно написать самому, номера телефонов людей с определенными должностями. Если у вас какой-то продукт, допустим, не знаю, для финансовых директоров, можно с HeadHunter спарсить номера телефонов финдиров, да, залить в Facebook, и Facebook найдет людей, которые похожи на эту вашу исходную аудиторию. Для B2B продуктов реально работает просто супер, вообще совершенно замечательный фрейм. И B2B продукты, я уже сказал, отлично тоже в Facebook можно продвигать. Вы просто проектируете такую многоступенчатую воронку. Сначала человеку показываете какую-то статью про ваш продукт, либо продуктовое видео, потом догоняете его определенным social proof, то есть какие-то отзывы можно публиковать pitch фаундера, допустим, про продукт, тоже замечательная совершенно история, и потом просто на других шагах, там, на третьем, на четвертом касании догоняете каким-то баннером с фома, говорите о том, что у вас мест там, допустим, мало осталось, или там, не знаю, вы скоро вообще прекратите принимать заявки, и в конце ведете уже на лендинг-пейдж с оптимизацией по конверсии. Очень хорошая история, поскольку трафик в Фейсбуке дорожает, все больше и больше рекламодателей в Facebook приходят с каждым годом. Использовать вместо классической посадочной страницы, лендинг-пейдж продуктовой, интерактивные механики, мы это реализуем в формате тестов. Я уверен, что с нашими тестами вы точно сталкивались. Вот делали, допустим, для Тинькофф Инвестиций такой тест, типа «Узнай, какой ты инвестор», где человек в такой игровой среде, да, он понимает, что это за продукт, мы ему простым, понятным языком там, на примерах игровых рассказываем вообще, что это такое, и в конце есть какой-то call to action, когда мы ведем его, допустим, в store, откуда он скачивает приложение, либо ведем его на сайт, где он тоже совершает какое-то целевое действие и конверсию. Здесь тоже большое поле для экспериментов, то есть в конце результат, который должен быть такой очень shareable, который должно хотеться пошерить, вот. Соответственно, можно экспериментировать там с кнопками, с цветами, с подложками, и совершенно разные конверсии. Вот здесь вот два примера, да, то есть, во-первых, результаты шерят, конечно, по-разному. И то, как этот результат оформлен, тоже очень сильно влияет на результат. Шеры, соответственно, тащат за собой органику очень здорово. И, наверное, такой последний писк маркетинговой моды – это игры, которые, понятно, достаточно недешевые в продакшене, но при этом фантастические совершенно результаты позволяют достигать. Мы делали игру для Kiwi «Белый шум». Может быть, кто-то из вас даже в эту игру смог поиграть. Понятно, что заплатили там, инвестировали большое количество средств и времени в продакшн, но результаты реально были совершенно фантастические. То есть у нас больше 500 тысяч человек сыграло в эту игру, и трафик на игру, он стоит, ну, совсем как бы небольших денег. То есть клик из Фейсбука и Инстаграма, качественная аудитория, финансовый, достаточно сложный продукт, который на самом деле зашит в эту игру. Вся экономика в итоге окупается, и там про эту игру много кто написал. У нас даже летсплеи были на Ютубе, где там школьники проходили эту игру и рассказывали, как там определенные места пройти. То есть это вот такой, наверное, восходящий тренд. Я думаю, что в 2020 году будет гораздо больше игр интерактивных релизиться разными продуктами. Вот. И еще о чем хотел сказать. Человек сейчас в среднем в Фейсбуке, в Инстаграме взаимодействует с рекламными материалами там где-то 15 раз в день. То есть это очень-очень много. И формируется такое явление, которое называется баннерной слепотой. Когда ты просто уже настолько устал, и у тебя настолько все вот эти креативы маркетинговые приелись, что ты просто их как будто бы не видишь и не обращаешь на них внимания. Поэтому очень важно делать креативы, которые эту баннерную слепоту способны пробить, при этом, конечно, не скатываясь в какой-то совсем откровенный трэш, потому что, ну, как бы понятно почему. Вот. И здесь просто примеры, на самом деле, того, вот, что хорошо достаточно работает. Мы называем этот подход такой интеллигентной кислотностью, когда ты, с одной стороны, делаешь супер яркий баннер, который невозможно в ленте не заметить, и невозможно мимо него как-то проскроллить, но при этом есть понятный какой-то продуктовый месседж, есть кнопка с call to action, по которой человек клацает и переходит на
вашу страничку. Еще несколько примеров. Это креативы, которые мы делали на Южную Корею. Там, конечно, вообще совершенно другой паттерн восприятия продуктов, паттерн восприятия креативов. То есть там есть два интересных тренда. Это киберпанк, который сейчас становится глобальным трендом. Вот, но в Южной Корее он уже несколько лет популярен. И есть еще там определенный фетиш на антропоморфных созданий. Это когда человек и животное как бы перемешиваются в своих свойствах, и получается такое что-то среднее между человеком и животным. Это очень хорошо работает в маркетинговых коммуникациях. Тоже там несколько примеров креативов уже на российский рынок, которые тоже мы делали, которые тоже отлично справляются с тем, что вот эту баннерную слепоту у пользователей пробить. Лондонские креативы. В Лондоне, в UK вообще хорошо очень работают метафоры. То есть если ты продвигаешься на рынке и начинаешь в открытую говорить о том, что у нас там скидка 15%, которая закончится сегодня вечером, то это скорее негативно воспринимается, поэтому там скорее нужно через какой-то подход с метафорами заходить. Здесь вот креативы для одного диджитал-банка и для клинингового сервиса, такого аналога Clean, да, который на лондонском рынке действует. И вот мы там тоже очень много пообжигались, когда на старте начали в открытую бомбить о том, что у нас там скидка, мало места осталось и так далее. Креативы на Штаты, там был очень прикольный сервис ДНК-тесты для кошек. Вот, то есть в Америке люди настолько любят котеек, что они, когда берут их из приютов, они, соответственно, делают для них ДНК-тест, это вот как атлас, да, для того, чтобы понять, какое там у кошечки может быть какое-то врожденное заболевание или вообще что это за порода. Вот, и, соответственно, там стоит это порядка $100, сервис сейчас очень активно растет. Мы сделали такие совсем мимимишные, короче, креативы и даже попали на телек американский, вот там в одну из передач про стартапы. То есть там вот такой работает подход тоже, ну, как и везде, наверное, связанный с мимимишностью. Вот, и немножко времени остается, просто вам покажу такие ван-пейджеры про другие каналы, потому что про них маркетологам, конечно, тоже нужно знать. Часто фокусируются только на контексте, часто фокусируются только на Фейсбуке, но есть еще замечательный Snapchat, который в России у всех ассоциируется со школьниками, но в Штатах там огромная аудитория родителей, которая пришла вслед за школьниками, чтобы посмотреть, а что ребенок вообще выкладывает. Эта аудитория платежеспособная, и в Снэпе есть возможность еще закупать кучу внешних данных, там, допустим, у телекомпаний, которые понимают вообще, какой контент человек смотрит, и этими данными ваши рекламные кампании можно очень здорово обогатить, и плюс там есть та же самая пресловутая оптимизация под конверсии, то есть под конкретное целевое действие. Snap действительно очень круто учится, и особенно он хорош для продвижения мобильных приложений, равно как и Twitter, LinkedIn, который в России типа заблокирован, вот, понятно, что там не так сильно у него упал объем аудитории, потому что все умеют нормальные люди VPN пользоваться, вот. В России он работает, откровенно говоря, не так хорошо, но в Штатах, в Европе, если вам нужно каких-то LPR-ов привлечь, если вы какой-то сложный B2B продукт продвигаете, то это абсолютный маст. Во-первых, есть несколько плагинов, допустим, LinkedIn Helper, который позволяет вам добавлять просто большое количество людей в друзья и отправлять им какое-то сообщение приветственное, питч про свой продукт. Есть очень классный формат InMail, когда вы просто отправляете человеку сообщение в личку, да, и пишите ему там: привет, я фаундер такой-то компании, дай денег. Вот. То есть и оптимизация там тоже достаточно серьезная существует. Твиттер, который в России ассоциируется там либо с ноющими какими-то девочками, либо с политикой. На самом деле в Штатах вообще совершенно фантастический по объему канал, тоже с оптимизацией под конверсии, с огромной аудиторией. И что важно, для сложных продуктов, для продуктов B2B, в Америке, допустим, любой себя уважающий какой-то лидер мнений, профессионал, он обязательно создает свою страницу в Твиттере. Если мы какой-то финансовый продукт хотим продвинуть, можем просто старгетироваться на тех людей, которые читают, допустим, определенных каких-то инфлюенсеров. То есть в рекламном кабинете Фейсбука, допустим, такого сделать, ну, напрямую, по крайней мере, нельзя. Вот, то есть в этом плане канал очень-очень крутой. И на закуску такие два экзотических совсем канала. Первый — это Reddit, у которого на самом деле 1,5 миллиарда трафика в месяц, гигантский совершенно канал, но там есть свои нюансы. То есть если на Reddit прийти сразу неподготовленным и начать тоже питчить и продавать в открытую свой продукт, можно словить огромное совершенно количество хейта. Мы так обожглись однажды, продвигая там один из продуктов Яндекса, вот, то есть пошли сразу в открытую поливать таргетированной рекламой через рекламный кабинет, вот, и нас там просто начали адски минусовать.
существовать. Вот, то есть Reddit хороший канал для партизанского маркетинга, когда вы просто, допустим, нанимаете там 2-3 студентов, и они сидят вечерами и пишут там какие-то отзывы о вашем продукте, набивают себе карму, становятся такими локальными лидерами мнений. Это позволяет действительно хороший, качественный, конвертящий трафик покупать. Там тоже есть оптимизация под конверсии, как я сказал, в целом там, что хорошо, трафика достаточно много. И последний канал, про который хочется сказать, Quora, это... Вообще кто-то Quora пользовался когда-нибудь? О, супер, отлично. Вот, в Quora на самом деле тоже есть рекламный кабинет, там даже есть lookalike, то есть Quora способна так же, как и Facebook, находить аудиторию, которая на вашу исходную похожа. Есть пиксель, есть оптимизация под конверсии, Quora тоже умеет анализировать данные, это такой тоже хороший канал, когда у вас нету бюджета, у вас задача сделать безбюджетное продвижение, и вы начинаете с такой малой кровью тестировать разные заходы, разный канал. То есть Quora — это хорошая такая точка для старта. Вот, ну, в общем, короче, что хочется сказать, то, что маркетинг не ограничивается контекстной рекламой, не ограничивается продвижением в Фейсбуке, нужно не бояться экспериментировать, нужно не бояться пробовать, и при этом это такая очень сложная, комплексная штука, казалось бы, которая на самом деле раскладывается на простые, понятные шаги. Переходим к вашим вопросам. Спасибо. Так, я передаю микрофон. Привет, мы коллеги. Мы тоже занимаемся маркетингом для продуктовых всяких компаний. И у меня вопрос про 2 канала, которые ты не упомянул, которые у нас прикольно зашли. Это TikTok, но там переменная история. И второй — Дзен. Что о них думаешь? Да, привет, спасибо большое за вопрос. На самом деле TikTok канал, который, мне кажется, в 2020 году очень сильно выстрелит, очень круто. Там есть определенные нюансы. Ну, первый, то, что, вот насколько мне известно, насколько я общаюсь с ребятами из TikTok, у них до конца марта вообще закрыта возможность напрямую самому создать рекламный кабинет. То есть, если ты там малый или средний какой-то бизнес, то ты, соответственно, не можешь туда напрямую выйти. Вот. Это, наверное, все, что я на текущий момент могу сказать про TikTok. То есть, мы его полноценно пока еще не тестили. Будем в следующем месяце тестить для одного тег-продукта. То есть, это будет наш такой пилот. По поводу Дзена могу сказать то, что Дзен очень круто отрабатывает в некоторых нишах. Во-первых, в недвижке, то есть, есть большое количество кейсов, и мы с Дзеном работали, и ребята очень круто вкладываются вообще в такой евангелизм своего продукта. То есть Никита Белоголовцев, который сейчас Дзен активно продвигает, он, конечно, делает это очень мастерски, очень круто. И Дзен, в отличие от ТикТока, для меня очень такой простой и понятный, на самом деле, продукт уже сейчас. Вот. И Дзен, там, добавляя тоже немножко тезисов в описание Дзена. Дзен очень хорошо способен на верхних этапах воронки работать, когда есть задача какой-то awareness посеять. Вот, поэтому эти каналы, конечно, тоже постепенно нужно начинать интегрировать в свой маркетинг-микс. Вот, и ну, там, Дзен 100% это кайф. Привет, у меня еще вопрос про YouTube. Как вы к YouTube относитесь и был ли опыт продвижения B2B сервисов через YouTube и работа с инфлюенсерами, именно бизнес-инфлюенсерами, тоже там YouTube или еще какие-то варианты? Да, спасибо за вопрос. YouTube на самом деле у нас обычно в цепочке продвижения используется тоже на верхних этапах воронки. Мы запускаем там прероллы с таргетингом по определенным каналам, соответственно, собираем аудиторию тех, кто эти прероллы посмотрел, и дальше просто начинаем их догонять баннерной рекламой в Google Display Network. То есть сам по себе YouTube отдельно, вот без остальных каких-то каналов, да, обособленно, стендалон, по моему опыту работает тоже не очень круто. То есть вообще любой канал, если его взять вот отдельно, он как бы не очень хорош. Если YouTube имплементировать в цепочку касаний, то, конечно, это очень крутой инструмент, который позволяет смыслы, определенные ценности ваши продуктовые до людей донести. По поводу инфлюенсеров, нет, мы, честно скажу, не занимаемся работой с инфлюенсерами. У нас есть просто партнерские агентства, которых мы подключаем, если нам нужна в этом помощь. Вот. Поэтому YouTube, да, YouTube супер, особенно в Штатах. То есть если сравнивать эффективность YouTube в Штатах и в России, то это, конечно, огромная разница, гигантская. То есть те алгоритмы оптимизации, которые в Штатах работают, и те, которые работают в России, они в YouTube отличаются многократно. Компания AirVision, занимающаяся информационной безопасностью. Ты сказал про парсинг резюме. В условиях использования сайтах, как раз в пункте информационной безопасности говорится о том, что запрещено использование плагинов, которые осуществляют парсинг. Это влечет административную уголовную ответственность, так как это является интеллектуальной собственностью и основным активом компании. То есть, как минимум, это блокировка учетки, это как минимум, а дальше уже может быть что-то больше. Ты же как с этим борешься или как ты с этим работаешь в принципе?
Ну смотри, с парсерами, честно скажу, ни разу не возникало никаких проблем. Это внешние сервисы обычно, это какая-то самописная история, которая подсоединяется к HeadHunter, не обязательно через вот твой собственный какой-то аккаунт, вот, и, собственно, собирает для себя данные. Нет, можно пользоваться сторонними сервисами только при условии рассылки вакансий, то есть компании, либо работа с откликами. Использование персональных данных в сторонних целях запрещено. Ок. Ну ладно, эти так, на будущее. Привет, у меня такой вопрос. По твоему опыту, из пользователя, который увидел рекламу в Facebook в лид, то есть самый верх воронки, какая конверсия супер, а какая конверсия вообще дно, но не ноль? Из тех, кто увидел, Ну да, из охвата, по сути, в лид. я могу сказать, что из клика в лид, потому что твой вопрос, отвечая на него, нужно очень четко для себя понимать вообще, что это за продукт, какая его специфика, потому что в B2B-сервисах там нужно просто зачастую определенное количество касаний набить. То есть там 5-6 касаний нужно для того, чтобы человек в конечном итоге у тебя сконвертировался. Вот, из клика в лид нормальная конверсия порядка 2%. Вот. Привет. Смотри, тут куча ребят продуктов. Было бы классно, если бы ты искал какие-то топ-3 проблемы. То есть вот вы работаете с продуктовыми командами, которые вы поливаете и продвигаете продукты, с которыми ты сталкиваешься, ну и твоя команда, да? Ну вот со стороны продуктов, где есть проблемы, что ты видишь, какие топ-3 ошибки, проблемы, что-то из такого, или факапа? Окей. Крутой, на самом деле, очень вопрос. Спасибо большое. Ну, первая, наверное, ключевая проблема – это просто структура команды, в которой непонятно, кто за что отвечает. То есть маркетолог, есть разработчик, есть продукт, каждый тянет одеяло на себя, и в конечном итоге из-за этого очень сложно достичь каких-то вменяемых результатов. Просто потому что, допустим, маркетинг говорит, нам нужно страницу переделать, нам нужно переделать посадочную, и вот эти 3 человека начинают жонглировать между друг другом этой задачей. Это первая, наверное, история, самая важная. Вот вторая история – это история про процессы, то есть когда не налажен, допустим, передача каких-то данных в CRM, не настроена обработка лидов автоматическая, это тоже за собой влечет очень серьезные косты, да, то есть дополнительные. Вот. И третье, наверное, это проблема с аналитикой. Если нету сквозной аналитики, если нет аналитики с какой-то понятной, простой моделью атрибуции, то невозможно вообще считать эффект от маркетинга нормально. И в этом случае история взаимодействия с продуктологом, она тоже очень часто становится очень болезненной. Да, то есть человек тоже не понимает, да, вообще, кто должен отвечать за аналитику. У продукта там есть своя аналитика, у аналитика есть какая-то своя история. Эти люди часто не могут между собой договориться. Сложно прокинуть полностью всю воронку до конца, то есть до какой-то финальной конверсии. И все это с собой влечет очень большие проблемы, сложности и косты. То есть, наверное, вот такие 3 проблемы ключевые. Это процессы, это структура команды, это аналитика. Круто, спасибо. Привет еще раз. Я хотел маленький комментарий сказать. Мы напарсили 300 тысяч резюме, и к нам звонили потом служба безопасности, и была вся эта история, если их посылаешь в наглую, говоришь, я тебе ничего не дам, они отваливаются, иначе они пытаются писать претензии. Это первая штука. А вопрос такой, расскажи, пожалуйста, от 1 до 3 кейсов прикольных, вот прям то, что прикольное ты сделал, что было неочевидным. Не очевидно в каком плане? Ну, допустим, пришел неочевидный продукт, вот у нас был, например, там, не знаю, VR-порно, да? Может быть, у тебя было что-нибудь такое прикольное, где нужно было в неочевидных местах искать трафик? Окей. Ну, на самом деле, с точки зрения неочевидных каналов, я, в общем-то, часть из них сегодня уже осветил и показал. Если говорить про продукты, такие прикольные, неочевидные, то топ-1 это, конечно, ДНК-тесты для котеек. Топ-2 это сервис, который позволяет свою машину обклеить, сервис из UK, из Лондона, который позволяет свою машину обклеить рекламой, ездить по городу, накручивать мили, получать за это деньги. Там у нас лучше всего работает, как ни странно, Snapchat. Причем там у нас круто работают креативы с такой 8-битной графикой, где ты типа, где машинка едет и собирает монетки. То есть вот такой достаточно простой месседж. Топ-3, наверное, третья, точнее, компания, это шоколадка из Бостона. Ребята сделали шоколадку с 0 калорий. Вот, и там у нас хорошо заходит история с таргетингом прироллами и bumper ads по YouTube-каналам, на которых просто там фитнес-блогеры тусуются. Вот.